Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Поездка в Южную Якутию. Глава республики в рамках рабочего визита отправился в Нерюнгринский район. Трасса мужества. В музее авиации увековечивают память об авиакоридоре Аляска-Сибирь. В Якутии в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается реконструкция участка региональной дороги УМНАС. Расскажем о ходе работы и сроках сдачи объекта. Единственное во всей республике отделение подобного уровня. Республиканский национальный центр медицины отмечает 30-летний юбилей. Служба, которая и опасна, и трудна. Сегодня в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Курс по начальной военной подготовке будет введен в школах России со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. До 1 января курс будет подготовлен, а затем пройдет апробация. Ранее стало известно, что министерство ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в объеме 35 часов в течение 5 дней. В Якутии подготовку военно-учетных специалистов к весеннему призыву 2023 года проводят в 2 профессиональных образовательных учреждениях региональных отделений – Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Согласно наряду по подготовке военно-учетных специалистов в 2023 году военному комиссариату Якутии необходимо подготовить 85 специалистов военно-учетной специальности водитель категории С. К весеннему призыву 51 человек, к осеннему призыву 34 человека. По состоянию на 18 октября для обучения водитель категории С отобраны 23 человека. Это 27% от наряда для подготовки. Ну а добродушные домохозяйки и пенсионерки продолжают помогать участникам спецоперации. Они шьют сидушки, спальные мешки и специальные формы из флис-материала для бойцов. В комплект входит балаклава, теплые портянки, а также штаны и толстовка. Уже доставили 46 таких комплектов в республиканский пункт сбора помощи. Для того, чтобы одежда и вещи бойцов были удобными, на данный момент мастерицы начали шить и универсальные рюкзаки, в которых может поместиться даже спальный мешок. Уже пробное уже проходит у нас многофункциональный рюкзак для наших воинов, чтобы им удобно было с собой таскать и сидушки, не только сидушки, и рюкзак, чтобы можно было бы таскать. И сзади будем класть карман есть для этого, для сидушек. Так что продолжаем работать. У нас... Но, тем не менее, параллельно будем шить, конечно, теплые вещи, также костюмы свои, вот флис, который мы шили до этого, также кянчи будем шить параллельно. Да, специального оборудования не хватает, швейных машин тоже, конечно, совсем мало. У нас тут всего лишь 8-9 штук швейных машин стоит. Но бывает, это же техника все-таки, она иногда и ломается, капризничает. Ленский писатель Сергей Шестаков собирается на Донбасс добровольцем. Сергей Шестаков рассказал, почему ему так близка сегодняшняя ситуация, происходящая в Украине, и о том, что он полностью поддерживает проведение специальной военной операции. Мужчина 6 раз был на Донбассе, начиная с 2015 года. Он ездит туда ежегодно в качестве волонтера и не раз попадал на передовую. Писатель также сделал акцент на том, что сегодня очень важна для наших бойцов любая поддержка из родного края – моральная, материальная. Сам мужчина постоянно пишет стихи о Донбассе, копит деньги с пенсии, приобретает для бойцов обмундирование, рации, медикаменты и многое другое. Специальную военную операцию всегда поддерживал, был очень рад, когда она началась, потому что те люди, которые там живут, да, в Донецке, в Луганске, да, 8 лет они живут под обстрелами, убивают. Помощь нужна обязательно, потому что, ну как, они всегда, насколько я знаю, вот 15 года я туда езжу, они всегда хотели присоединиться к России. И я вот за эти все годы ни разу не слышал украинской речи, ни разу. Все говорили только по-русски. Глава республики Айсен Николаев сегодня в рамках рабочей поездки посетил Нерюнгринский район, где ознакомился с ходом строительства и модернизации промышленных и социальных объектов и обсудил с промышленными предприятиями реализацию планов работы текущего года.
Торжественным открытием физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Чульман, построенном по программе «Газпром детям», завершилась сегодня рабочая поездка главы Якутии Айсена Николаева в Нерюнгринский район. Новый комплекс – это второй из 3 объектов, построенных по этой программе, которые начнут функционировать в республике в этом году. Сегодня открытие Ледового дворца в поселке Чульман. В Южной Якутии всегда очень развивался хоккей. Как раз первый чемпионат был проведен именно в Алданском районе. Потом Нерюнгри подхватило это развитие хоккея. И это даст новый всплеск развития хоккея. Также глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства врачебной амбулатории в селе Иенгра. В 2019 году в связи с аварийным состоянием был закрыт единственный стационар 1975 года постройки. Айсен Николаев поручил ускорить темпы строительства и ввести объект в установленные сроки. И уже в конце этого года жители села начнут получать медицинскую помощь. В этом году, наконец, это такое давнее уже желание иенгринцев воплотиться в жизнь. На завершающей стадии находится строительство объекта, в котором будет не только поликлиника, но и дневной стационар и для взрослых, и для детей. И, конечно же, этот объект медицинский будет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. В селе Иенгра Илдархан посетил семью Крангаус, который вручил посмертную награду гвардии ефрейтора Станислава Крангауза, героически погибшего при выполнении воинского долга в специальной военной операции. Хотел бы выразить вам слова глубокого соболезнования и глубокой признательности за то, что такие люди, как Станислав, у нас в стране есть. Ввод новых мощностей позволит Нерюнгринской ГРЭС обеспечить надежным электроснабжением промышленные предприятия и объекты инфраструктуры, повысит энергоэффективность Нерюнгринского района и обеспечит дополнительные рабочие места. Об этом шла речь в ходе ознакомления Айсеном Николаевым с реализацией планов модернизации Нерюнгринской ГРЭС. А на встрече с промышленными предприятиями Нерюнгринского района Илдархан подвел промежуточные итоги работы в условиях западных санкций, обсудил вопросы исполнения планов предприятий на 2022 год. Айсен Николаев отметил, что работа промышленных предприятий играет большую роль в обеспечении благополучия района, республики и страны в целом. В целом хочу сказать, что компания с честью выдерживает те планы, которые были заложены на 2022 год. И уверен, что и результаты по году будут тоже неплохие. Ну, те проблемы, те вопросы, которые есть, мы, конечно, будем и вместе с руководством района, и с профильными министерствами, и с федеральным центром вместе все решать. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается реконструкция участка региональной дороги УМНАС. Работы ведутся с 11 по 24 километр, начиная от поста ГАИ городского округа Якутска до поселка Владимировка. По итогам реконструкции участок будет расширен до 4 полос. На нем будут установлены шумозащитные экраны, новые автобусные остановки. О ходе работы и сроках сдачи в следующем материале. Региональная дорога УМНАС – важнейшее магистральное направление и, пожалуй, самый популярный туристический маршрут. Это трасса, ведущая к излюбленным местам отдыха жителей и гостей республики – Кленским и Синским столбам, историческим селам Еланка и Синск, зоопарку Ортодойду и множеству туркомплексов, расположившихся на левом берегу реки Лена. Перспективен этот участок дороги в том числе и от того, что входит в подготовительные работы строительства моста через реку Лена. Это будет магистральная улица, дорога городского типа, фактически второй категории. На этом участке у нас будет 4 полосы движения с разделительной полосой. Полностью будет обустроены и примыкание, и автобусные остановки. Полностью весь комплекс работ будет выполнен. Естественно, также пешеходные будут дорожки сделаны. И освещение. Дорога будет такая же, вот как сдали участок реконструкции нам. В данный момент ведется укладка водопропускных труб. Участок реконструкции делится на 2 пусковых комплекса, каждый примерно по 4 километра. Уширение земельного полотна первого участка практически окончено. Основная часть работы впереди. На сегодняшний день выполнено 5% от планируемых работ. По факту выполнено только 2 трубы. В этом году по плану сделать еще 4. И до конца весны примерно, еще остатки доделать, то есть еще 5. В целом все хорошо. Подрядчик проверенный, хороший. Я с этими ребятами работаю с 2016 года.
И как бы, ну, ребята местные, дороги Саха, плюс у них субподрядчики, все местные, все как бы делают для себя. Асфальтобетонное покрытие составит 18 сантиметров. Учитывая наши климатические условия, применяется технология укрепления грунтов ресайклинг, достигаемая путем предварительного фрезерования и смешения дорожного покрытия добавками-стабилизаторами. В эксплуатацию участок полностью должны ввести в 4-м квартале 2024 года. Марферина Алексеева, Иван Яковлев, Владимир Павлов, Якутск. Мы не все вернемся из полета. В музее авиации увековечивают память о героическом поступке летчиков, перегонявших самолеты по воздушной трассе Аляска-Сибирь. В этом году перегоночная трасса отмечает свой 80-летний юбилей, в честь которого было проведено большое количество мероприятий. О том, как повлияла трасса мужества на современную авиацию, узнала Галина Чекурова. Воздушная трасса Аляска-Сибирь действовала с 1942 по 1945 годы как часть программы Ленд-Лиза. Она обеспечивала поставки американских боевых и транспортных самолетов через Аляску, Чукотку и Сибирь. Всего за эти годы перегнали более 8 тысяч американских самолетов, что позволило сформировать 250 авиаполков. Но из-за сложных условий любая поломка грозила экипажу гибелью. За годы войны до конечного пункта трассы мужества не смогли долететь 150 пилотов и около 160 самолетов. Условия очень трудные были для летчиков, которые летают. Если ты на горах, чтобы перейти, спокойно перейти хребет этот Верхоянский, летала практически на 5000 метрах в масках. Если что-то отказало, машина идет на посадку или падает. Если да, человек живым останется, никаких шансов на спасение не было, потому что кругом никого нет, продуктов нет, ну и что он долго протянет. Чтобы сохранить память о летчиках-героях, написано большое количество книг. А в целях удобного изучения истории создания воздушной трассы Аляска-Сибирь был проведен большой ряд работ по цифровизации исторических фактов и фотографий. В мультимедийной экспозиции были собраны работы исследователей и историков, видео и фото, сделанные в период того времени, а также документы, которые были подписаны в годы войны. Так, посетители могут в доступном варианте самостоятельно изучить всю информацию о трассе мужества. Мультимедийная выставка «Трасса Аляска-Сибирь» стала новым шагом в цифровизации фондов музея и вошла в состав постоянной экспозиции музея. Мы очень надеемся, что, придя в пространство музея авиации, посетитель, помимо, я назову это общение с музейным предметом, очень многое для себя подчеркнет из мультимедийного контента. Этот формат очень удобен не только для молодого поколения, как это принято как-то воспринимать, да? Воздушная трасса сыграла большую роль для социально-экономического развития республики. По словам специалистов, создание воздушной трассы стало одной из главных составляющих для создания самых больших компаний Якутии, таких как алмазодобывающая промышленность и нефтяная отрасль. Стоит отметить, что по сей день аэропорты, построенные в годы войны для перегона самолетов, выполняют все свои функции. После войны мы что получили? 14 готовых аэропортов с инфраструктурой, персоналом, ну и плюс 14 двухмоторных самолетов получили. И на них мы начали открывать рейсы в Москву, Магадан, столицы союзных республик. Себя начали устанавливать. Вот в этом и заключается роль Алсива для нашей республики. По итогам проведенных исследований было доказано, что если бы не воздушная трасса Аляска-Сибирь, развитие авиации республики было бы заторможено на 15 лет. Галина Чекурова, Илья Сыромятников, Якутск. Республиканский национальный центр медицины отмечает 30-летний юбилей. В честь празднования в педиатрическом отделении открылся центр амбулаторной детской хирургии. Там в условиях кратковременного пребывания выполняются оперативные вмешательства по разным профилям. В единственном по всей республике подобном отделении побывала Светлана Амосова. Начинается абсолютно новое современное веяние детской хирургии в республике. В педиатрическом отделении торжественно открыли Центр амбулаторной хирургии.
На первом этаже располагается сразу амбулатория, операционный и стационар. Давно хотели открыть такой центр амбулаторной детской хирургии. Он действительно необходим, уже время назрело, потому что есть контингент детей, которые не могут попасть по своей патологии в большие стационарные подразделения, но и в поликлиниках города им помощь тоже не оказывается. Эти дети долгое время ходят в платные клиники, мыкаются, и не во всех платных клиниках возможно даже удаление таких образований, и такие услуги оказываются. Специалисты помогают детям с малохирургической патологией, подместное и общее обезболивание. Такие операции не требуют стационарного лечения. 9 ноября врачи успешно приняли первых 6 пациентов и уже вечером выписали домой. Мы пролечили сосудистые образования в области лица, туловища, грудной клетки. И еще один пациент у нас был с гнойной хирургией, то есть это вросший ноготь. В центре используется мощный лечебно-диагностический потенциал больницы, в том числе и методы лазерной хирургии. Новейший, современный и очень нужный. Благодаря этому лазерному аппарату детям лечат сосудистые заболевания. Ранее, если родители возили ребенка в Центральную Россию, то сейчас появилась возможность лечения и прохождения операций дома в республике. В стационаре предусмотрено 2 койки. Всего в день врачи планируют принимать от 3 до 5 детей и плюс амбулаторных пациентов. Попасть на операцию можно через хирургов районных и городских поликлиник. Здесь оказывают помощь все профили детской хирургии, которыми богата наша больница республиканская номер 1. То есть это и услуги врача-травматолога, и челюстно-лицевые хирурги, лор-патологии. Перечень наших заболеваний будет расширяться, как только мы войдем в русло своей работы. Центр и дальше будет расширяться. Планируется закупка дополнительного оборудования и увеличение штатных единиц. На ближайшие дни уже ведется запись пациентов. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Якутск. Профессия полицейский ко Дню сотрудника внутренних дел. Совместное мероприятие с таким названием впервые организовали служба занятости населения и МВД по Якутии. Сергей Михедов увидел события и узнал, как стать полицейским. Наша служба и опасна, и трудна, и, как оказалось, вполне доступна. Выпускники столичных школ, кадеты и студенты смогли сегодня от первого лица познакомиться с профессией полицейского. Ребятам рассказали о преимуществах работы в органах, условиях поступления в профильные учебные заведения, социальных гарантиях и многое другое. У нас многопрофильное министерство, у нас есть эксперты-криминалисты, у нас есть участковые уполномоченные. Ну вот если для гражданского населения пояснять, следователи, дознаватели, сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники ГИБДД. Если вы хотите пойти узкопрофильно, например, экспертом-криминалистом, то у вас может быть какой-то узкий диплом, например, биолога, химика и так далее. А по направлениям участковые уполномоченные, например, должно быть обязательно высшее юридическое образование. Сегодня в Министерстве внутренних дел по Якутии несут службу более 5000 сотрудников. Специалисты ведомства проконсультировали и ответили на все интересующие вопросы. Сама идея профориентации в таком живом формате появилась как раз у сотрудников министерства. Служба занятости при этом откликнулась быстро, ведь вакансий в структуре МВД достаточно много. Усиливать профориентационную работу с исполнительными органами власти. Есть ряд востребованных профессий, но, к сожалению, молодежь об этом либо не знает, либо недостаточно обладает информацией о том, что, допустим, есть какие-то социальные гарантии, выход ранее на пенсию, сотрудников внутренних дел. А чтобы знакомство с профессией проходило интереснее, гостям мероприятия показали приборы, которыми пользуются в своей работе криминалисты и сотрудники ДПС. Саина Салихова, ученица 11 класса 31-й школы Якутска, узнала об этом мероприятии от своего классного руководителя и без сомнения отправилась разузнать подробнее о работе в полиции. Это моя мечта с детства, потому что я продолжаю профессию папы. Очень много есть интересных плюшек для поступления. Получаем зарплату, не как гражданские, в общем. Очень много интересного, нового, и мое желание еще больше увеличилось. Уверенно можно сказать, что профессия полицейский сегодня стала ближе многим выпускникам. И особенно символично, что близко познакомиться с работой стражей порядка ребята смогли в профессиональный праздник – День сотрудника внутренних дел. Сергей Михедов, Семен Семенов, Якутск.
Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» в этом году пройдет с 28 ноября по 4 декабря в очном формате. По многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя елка в России. В рамках подготовки региональное агентство развития туризма и территориального маркетинга формирует пакетные предложения для туристов из других регионов России в рамках регулярных рейсов с 29 ноября по 4 декабря. Программа фестиваля порадует уникальными яркими событиями. Якутия приглашает гостей первыми встретить зиму, почувствовать тепло нашего гостеприимного края и окунуться в мир праздника. Тем временем поезд Деда Мороза прибыл во Владивосток. 22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по всей стране на праздничном поезде. Украшенный состав состоит из 19 вагонов, включающих сцену, салон-приемную Деда Мороза, сувенирную лавку и сказочную деревню. В Приморском крае поезд проедет через 6 станций. Праздник к нам приходит. Новогоднее настроение в буквальном смысле привезли сегодня в столицу Дальнего Востока. Всеми любимый Дедушка Мороз прибыл с новогодней программой, которая окунула всех присутствующих в атмосферу зимней сказки. Дед Мороз отправился в путь из Великого Устюга за 70 дней до Нового года. Его поезд проедет более 33 тысяч километров пути, побывает более чем в 130 городах России и впервые прибыл в Приморье. Самой восточной точкой путешествия станет Находка. Здравствуйте, здравствуйте, внучата мои дорогие, малыши и взрослые. Каждый ребенок хочет увидеть Деда Мороза, все верят в чудеса, и, конечно, всем хочется, чтобы Дед Мороз приехал и в их город тоже. Когда услышали музыку, когда увидели поезд, очень поднялось настроение, стало очень вообще интересно увидеть самого Деда Мороза. Мы встретили Деда Мороза с танцевальной группой, мы подарили ему танец, танцевали вместе с маленькими ребятами и помогали на подтанцовке нашим руководителям. Несмотря на ноябрьский день, было полное ощущение, что до главного праздника считанные минуты. И вот-вот зазвучат куранты. Аниматоры и команда Деда Мороза устроили настоящий праздник всем, кто собрался, и напомнили, что уже нужно начинать думать, какое желание предстоит загадывать в новогоднюю ночь. Когда я увидела Дедушку Мороза, у меня появилось новогоднее настроение. Я видела Деда Мороза, Снегурочку, мышек, снеговика. Нравится очень праздник и Дедушка Мороз. На праздник пришли разные животные. Снегурочка, артистов, танцевальные и вокальные. Зайка и еще одна зайка. Очень скоро мы продолжим нашу Представление подарило детям потрясающие эмоции и напомнило, что Новый год очень близко. И совсем скоро на улицах города появятся елки и праздничные украшения. А у людей ожидание чего-то волшебного. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Ну а в Петербурге сегодня стартовали открытые всероссийские соревнования по масс-рестлингу среди студентов. Турнир проводится впервые, но, несмотря на это, он привлек много участников из различных регионов. На месте события работает наш корреспондент Максим Кардозу. Максим, приветствую. Как настроение у участников? Приветствую, Надежда. Настроение боевое. Конечно же, участники готовятся выйти на этот помост для того, чтобы показать все, на что они способны. И несмотря на то, что эти соревнования всероссийские по масс-рестлингу среди студентов проводятся впервые, удалось собрать около 100 человек из 28 вузов и СУЗов, 15 регионов есть студенты иностранцы. Всего представлено 14 весовых категорий. В общем, накал страстей здесь будет нешуточным. Друзья, сейчас идет официальное открытие, конечно же. Если говорить про якутскую делегацию, то она представительная. Приехали студенты из СВФУ, АГАТУ, Чурапчинского института физической культуры и спорта. И, конечно же, все ребята готовы представить свои учебные заведения по максимуму и достойно. Конечно же, достойно представить не только учебные заведения, но и регионы.
Кстати, если говорить о представительности этого турнира, то в нем участвует и чемпионка мира действующая. Это Махинур Абдузаирова. И нам с ней удалось пообщаться до соревнований. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Настрой, конечно же, победить, не посрамить титул чемпионки мира, но также и показать себя, показать, что не просто так чемпионка мира. Но я всех своих соперниц знаю, в принципе, мы с ними часто встречались, поэтому волнений не так много, как перед чемпионатом мира. В эти дни в Петербурге проходит не только соревнования по масс-рестлингу, идет параллельно и деловая площадка, где проходят круглые столы, где, конечно же, обсуждается будущее масс-рестлинга и продвижение его среди студенчества. Кстати, принимают участие и заместитель министра спорта Российской Федерации. Представляете, какой уровень? И все это делается для того, чтобы наш якутский спорт, конечно же, стал намного популярнее. И итогом этой деловой программы станет подписание соглашения. Давайте узнаем подробности подписания этого соглашения у эксперта, с которым мы поговорили. Это соревнование будет толчком для развития студенческой лиги масс-рестлинга. Сегодня еще будет подписание создания лиги, студенческой лиги. Будет подписывать Российский студенческий спортивный союз, Всероссийская федерация масс-рестлинга и Северо-Восточный федеральный университет. Это учредительный договор соглашений, что с следующего года у нас будет уже ЕКП, Министерство Российской Федерации и Российский студенческий спортивный союз. Уже в едином календарном плане будет развиваться во всех регионах России. Соревнования по масс-рестлингу открытые, российские, проводятся впервые, но организаторы уже хотят сделать их ежегодными и смотрят еще шире. Например, здесь обсуждается такая идея, чтобы сделать соревнования по масс-рестлингу международными и провести такой турнир уже в следующем 2023 году. Главное — найти город и площадку. Все это, конечно же, делается для того, чтобы наш любимый якутский вид спорта стал намного популярнее среди студентов и молодежи. Надежда? Ну что ж, это просто потрясающе. Благодарю, Максим. Напомню, с нами на связи из Петербурга был наш коллега Максим Кардозу. Ну а к этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.